Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. С 21 июля между Республикой Таджикистан и Объединенными Арабскими Эмиратами возобновятся регулярные международные авиарейсы. С целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19 большинство стран мира отменили регулярные международные рейсы в своих странах. В частности, в Таджикистан с этой целью с 20 марта регулярные международные рейсы были закрыты до стабилизации ситуации. Под непосредственным руководством и контролем лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, были приняты соответствующие меры для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. Населению страны регулярно оказывалась целевая и адресная помощь. Больницы были обеспечены необходимыми медицинскими материалами, лекарствами, продуктами питания. Был повышен уровень обслуживания больных. Также были созданы благоприятные условия для предоставления услуг инфицированным, усиленные санитарно-гигиенические меры среди населения и центров обслуживания. Но и все эти принятые меры дали положительные результаты, значительно стабилизировалось распространение инфекции. Принятые правительством Республики Таджикистан меры в плане стабилизации распространения коронавируса COVID-19 позволяют возобновить регулярные международные рейсы со странами, с которыми ранее осуществлялись рейсы в рамках существующих соглашений. В частности, с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, с 21 июля возобновятся регулярные международные рейсы между Республикой Таджикистан и Объединенными Арабскими Эмиратами по маршруту Душанбе, Дубай, Душанбе, которые будут осуществляться раз в неделю авиакомпаниями Fly Dubai и Summon Air. Продолжаются разъяснительные работы, проводимые рабочими группами, созданными исполнительным органом государственной власти города Душанбе и его инфраструктурными подразделениями. Основная цель мероприятий – побудить граждан носить защитные маски и соблюдать правила личной и общественной гигиены. По поручению председателя города Душанбе Рустами Эмомали, группы из представителей исполнительного комитета государственной власти города Душанбе, управления Министерства внутренних дел в Душанбе, управления образования, комитета молодежи и спорта и исполнительного комитета Народно-демократической партии Таджикистана в Душанбе продолжают объяснять жителям города об обязательном использовании медицинских масок в общественных местах. Они обращаются к жителям, просят их соблюдать правила гигиены, использовать медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию, правильно питаться и выполнять указания, поставленные руководством страны. Ношение медицинских масок, соблюдение социальной дистанции и личной гигиены являются главными мерами по предотвращению заражения и распространения любого вируса. Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер и профилактики передачи COVID-19 на своем очередном совещании отметил халатность населения при соблюдении правил личной и общественной гигиены и призвал к более строгим мерам. Во время съемок на улицах столицы можно увидеть, что несмотря на ужесточение ответственности лиц, нарушающих санитарно-гигиенические и противоэпидемические правила, некоторые жители все-таки нарушают их. Мировой опыт показывает, что в странах, где были сняты ограничительные противоэпидемические меры, COVID-19 стал распространяться с новой силой, и во многих странах была зарегистрирована вторая волна заболевания. Эта ситуация оценивается аналитиками как отсутствие ответственности со стороны населения относительно серьезных последствий этого инфекционного заболевания. Всемирная организация здравоохранения неоднократно призывала международное сообщество придерживаться рекомендаций, данных руководствами государств, с целью уменьшения и искоренения этой болезни. Поэтому правительство Республики Таджикистан принимает необходимые меры для предотвращения распространения этого заболевания. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвахт. Новости. К 30-летию государственной независимости Республики Таджикистан в стране строятся объекты самого различного назначения. При этом огромный вклад в строительство социально важных объектов вносят местные добросовестные и благородные жители, которые на средства, накопленные на совершение хаджа, строят дороги, мосты, школы, медпункты и другие объекты, необходимые для улучшения инфраструктуры своих родных селений. Подобная инициатива уже становится традицией для народа Таджикистана.
Селение Хилоли-1 и Хилоли-2 района Хурусон Хатлонской области разделяет растительный канал, и жители по обе стороны берега, чтобы добраться друг до друга, преодолевали большие расстояния. Теперь эта проблема устранена благодаря 80-летнему жителю селения Хаджи Гулмуроду Сафарову, который, накопленный на совершение хаджа более 50 тысяч самани, потратил на строительство автомобильного моста через канал. Мост длиной 16 метров и шириной более 4 метров соединил два селения и устранил многие трудности местных жителей, которые в благодарность назвали мост именем его строителя. Также на деньги, собранные для совершения хаджа в селении Садридин-Айни района Хросон, братья Саидовы построили для жителей селения медпункт. На строительство пожертвовано 290 тысяч самани. Нас 6 братьев. Мы хотели совершить хадж, но решили потратить накопленные деньги на строительство медицинского пункта, где будут работать 12 специалистов, оказывая немедленные медицинские услуги. В улучшение инфраструктуры сельской местности вносят большой вклад сами жители, строя на собственные средства дороги, мосты и школы. Так, в селении Мехрубот, Джамуата Гулистон, семья Азизовых на средства, накопленные для совершения хаджа, решили построить автомобильную дорогу. Мы намеревались совершить хадж, но в связи с сегодняшней ситуацией это стало невозможно, и мы решили потратить деньги на строительство дороги. Ведь самым благим делом считается, во-первых, строительство дорог, во-вторых, строительство мостов и, в-третьих, устранение трудностей жителей родного села. Автодорога протяженностью в 1 километр, построенная семьей Азизовых, станет важным путем сообщения между селами данного района в любое время года и, безусловно, повлияет на улучшение инфраструктуры села. Файзидин Зиовидинов из селения Шоле Джамуата имени Боки Рахимзода Ражского района на средства, накопленные на совершение хаджа, строит современную двухэтажную школу на 320 мест в одну смену. Строительством занято 16 местных жителей, которые получат хорошую заработную плату. За строительными работами наблюдают специалисты сферы, чтобы учебное заведение соответствовало международным стандартам качества. В Ражском районе это первая инициатива, но не последняя. Многие жители, увидев, что средства, накопленные на хадж, можно использовать на благие дела, приносящие пользу всем жителям, также хотят внести свой вклад в процветание своего народа и государства. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвах, новости. Население Таджикистана растет, но и пропорционально растет и потребление электроэнергии. Граждане должны не забывать об эффективном и целевом использовании электричества. Эксперты же в этой области подчеркивают, что каждый потребитель, независимо от времени года, должен нести серьезную ответственность за использование электроэнергии, что приносит экономические выгоды семейному бюджету, но и государству в целом. По мнению экспертов, использование энергосберегающего оборудования позволяет сэкономить электроэнергию почти в 5 раз. С ростом населения спрос на электроэнергию растет из года в год, и ее экономное использование остается серьезной проблемой. Использование электроэнергии с умом – это в первую очередь выгодно для семейного бюджета. В случае неправильного, расточительного использования электричества страдают и семья, и государство в целом. Экономное использование электроэнергии и своевременная оплата за ее использование является признаком культуры и высокой гражданской ответственности каждого гражданина страны. Из года в год число жителей страны, а также предприятий, учреждений, организаций, жилых и служебных зданий растет. Вместе с этим увеличивается спрос на электроэнергию. Установка энергосберегающего оборудования, использование энергосберегающих лампочек, переход на единую отопительную систему, устранение расточительного потребления энергии и постоянный мониторинг электрооборудования выгодно не только из-за уменьшения счетов за электроэнергию, но и в целях пожарной безопасности. Ведь энергосберегающее оборудование является более безопасным и удобным в использовании. Неправильное использование электроэнергии и ее потери наносят ущерб государственному бюджету и каждой семье. Основных факторов продуктивности является соблюдение агротехнических правил, а также с использованием опыта в этой области и подбором семян, подходящих для климата. Высаженный на пустыре болгарский перец также дал хороший урожай. В целом чистая прибыль со 2-го и 3-го урожаев составляет до 50 тысяч самани.
Со своих 40 соток я могу собрать до 4 урожаев. Сначала я сажаю зелень, после ее сбора сажаю картошку, а также я получаю 2 урожая огурцов и 2 урожая кукурузы. Если постараться, то можно с 10 соток получить 5-7 тонн продукции. Заботливое отношение к земле и трудолюбие является ключом к успеху. Содик Турсунов, следуя указаниям руководства государства и правительства Республики Таджикистан, эффективно и целенаправленно использует свою землю, тем самым обеспечивает рынок отечественными свежими экологически чистыми продуктами и получает высокий доход. Уважаемые телезрители, это были все те новости, о которых мы успели вам рассказать к этому часу. О развитии событий на нашем канале, как обычно, в 20:30. Будьте здоровы и оставайтесь с нами.